Депутаты Курултая Башкортостана единогласно поддержали законопроект о мерах государственной поддержки журналистов, но не каких-нибудь, а освещающих специальную военную операцию и контртеррористические операции. Инициатором закона выступил также глава республики Ради Хабиров. Законопроект вводит понятие ветерана военной журналистики. Этот статус могут получить работники СМИ, выполняющие редакционные задания в зоне СВО, а также на других территориях, где ведутся боевые действия. На протяжении как минимум 2 месяцев надо там побывать, а также получившие ранения во время освещения событий в зонах военных конфликтов. В данном случае, видимо, 2 месяца пробыть не обязательно, достаточно получить ранение. В качестве мер поддержки ветеранам военной журналистики предлагается разовая 2-недельная путевка на лечение в санаториях республики. Кроме того, в случае гибели журналиста в зоне СВО, его семья может рассчитывать на получение пособия в размере аж 500 тысяч рублей. Не смогут получить поддержку лица, включенные в реестры иноагентов, экстремистов, имеющие судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям. Да, наверное, там очередь выстроилась из иностранных агентов, которые сейчас работают где-нибудь на БСТ и, значит, отправляются или уже отправились в зону СВО, чтобы заниматься пропагандой. Такой бред на самом деле, конечно же. А суммы какие? Насколько эти суммы способны стимулировать тех, кто еще не поехал туда, все-таки поехать? Те, кто там и так работают, им и так достаточно, в общем-то, каких-то внутренних, знаете ли, позывов для того, чтобы этим заниматься. Может быть, каких-то еще дополнительных бонусов от, собственно, работодателя. Вот эти вот законы дополнительные, опять-таки, выслужиться перед вышестоящим начальством – это святое. Башинформ, например, на эту тему пишет, что это первый в своем роде законопроект или уже закон, принятый на региональном уровне в поддержку журналистов-пропагандистов, освещающих так называемую СВО.